Сегодня в Чебоксарах специалисты Россельхозцентра Чувашии встретились с агрономами и руководителями сельхозпредприятий, чтобы обсудить состояние семенного материала в республике. О подготовке к весенне-полевым работам расскажет Вероника Павлова. В последнее время качеством кондиционных семян специалисты Россельхозцентра не совсем довольны. Сейчас чувашские сельхозпроизводители добротным посевным материалом обеспечены лишь на 74%. Показатели, возможно, и неплохие, если не сравнивать с соседними регионами, где доля кондиционных семян достигает 97%. Для того, чтобы достичь таких показателей, нужно вовремя проводить сортировку, говорит заместитель руководителя Россельхозцентра по Чувашии Олег Исаев. Мы думали, почему это так. Только в нашем регионе, да и в Пермском крае, в 2-3 регионах Приволжского федерального округа семена плохие. Мы советовались, посмотрели в соседних регионах, оказывается, именно это причина в этом. То, что они в всех регионах чистят семена с осени, закладывают на хранение, а наши немножко ленятся. Если в них имеется большое количество вороха и семян-сорных растений, они имеют более высокую влажность. И начинает распространяться, то есть развиваться различные плесневые заболевания. Плохой урожай, как правило, следствие некачественного посевного материала. Этому вопросу специалисты Россельхозцентра уделяют особое внимание и охотно помогают тем предприятиям, которые оставляют заявку на проверку семян на всхожесть. Причем делают это совершенно бесплатно. В прошлом году, по данным Россельхозцентра, заметно выросла доля элитных семян в республике. Это связано с тем, что увеличились субсидии на их приобретение. В Бресинском районе государственной поддержкой воспользовались сразу несколько хозяйств. В данный момент уже колхоз «Красный партизан» закупил на 50 гектаров элитные семена, гибридные семена кукурузы. В том числе и также закупили у нас фермерское Иванова Леонида 13,2 тонн семена ячменя сорта Владимир. По этому вопросу у нас работа продолжается. Тем временем специалисты Россельхозцентра озабочены тем, что в Чувашии отсутствуют семена переходящего фонда озимых. Это те семена, которые аграрии используют через год после заготовки. Специалисты провели анализ гибели озимых культур и выяснили, что лучше всего перезимовали те посевы, где использовали семена переходящего фонда. В этом деле в Чувашии есть свои передовики. Это СХПК имени Карла Маркса Вурнарского района. Вероника Павлова, Семен Антонов, Вести Чуваша.